Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Пропеллер». И никого нет. Вы смотрите новогодний выпуск телепрограммы «Пропеллер». Поздравляю вас всех с Новым годом! Йоу! Та-дам! Раньше у нас не было студийных съемок. Я помню, мы всегда снимали на улице. Мы снимали новогодний выпуск на площади Ленина под елкой. Выбегали из машины, снимали одну подводку под елкой в тумане. Забегали в машину, отогревали свои носы, отогревали камеру, выбегали снова, снимали следующую подводку, опять забегали в машину и как-то так вот экспериментировали. Это было экстремально. Вера, может, ты не будешь объяснять, что означает название нашей программы? Ведь на улице холодно. Ну а что тут объяснять? И так всем понятно. «Пропеллер» был, когда еще в другом формате мы учили текст наизусть. Вот это было сложно. А сейчас, когда у нас формат лайф, и можно говорить все, что захочешь, стало намного проще. Снимай меня, что ты ее снимаешь? Познакомим вас с несколькими щенками, которые нуждаются... Не могу запомнить, после нуждаются. Соберись, а? Ведущим стало немного сложнее. Теперь надо разбираться во всем. Они, конечно, ленятся, и это часто видно, что когда тема начинается, и, например, там один из ведущих говорит: ой, я в этом вообще, не шарю, давайте сами об этом говорите. И я так иногда думаю... Стало работать интересней, да, возможно, сложнее где-то, но все-таки интересней. Мы узнавали сами намного больше о сюжетах, и каждый сюжет, абсолютно каждый сюжет нес что-то новое. Какие-то знания из каждого сюжета получаешь. Стараешься так ее провести, не касаясь стенок, а потом тебе... Именно такая реакция бывает. Вот эти все принципы свободного общения, принципы естественности в кадре изначально для меня были приоритетными. На первом этапе обучения я познакомился с таким легендарным человеком, как Андрей Разбаш. Все в шоке. Я отвечаю, все в шоке после этой публикации. И это очень серьезно на самом деле. И хихоник, и хахоник здесь нет. Он вложил в наши тогда умы такую простую идею, что человек в кадре должен выглядеть естественно, должен вести себя естественно. В первые выпуски я вообще говорить ничего не могла. Сидела, как сказать, что сказать. Они не молчат, я не могу их перебить. И сидела вообще, как-то мне было непонятно, неловко, мне же не дали фраз. Один только Кэп у нас все знает. У него в голове какая-то схема есть. Мне всегда хотелось видеть людей такие, какие они есть. Мне вот хотелось, чтобы мои замечательные коллеги, которых я знаю в реальной жизни и которые мне нравятся в реальной жизни, чтобы они в кадре были такими же естественными и такими же настоящими, как в реальной жизни. И тогда, мне кажется, и зрители тоже это почувствуют, поймут и вот примут нас такими, какие мы есть. Выпуск, посвященный Хэллоуину, мне очень понравился, потому что там чисто с режиссерской точки зрения была соблюдена некоторая целостность концептуальная. Это просто massive sound, чтобы разорвало максимально. От 2 до 5 лет. У КРФ. Например, про квадрокоптеры. Прям этот сюжет мне запомнился. Там очки одевал, видел, где я летел. Там. Очень понравился выпуск про юмор. Там был КВН, там стендап и так далее. Мне очень понравился этот выпуск. Мне до сих пор нравится. Да, у нас там был гость, да, Александр Колмогорцев. Как-то очень слаженно и вот прям плотно получился этот выпуск вообще, что он для меня сейчас является лучшим на самом деле. Это, кстати, был первый выпуск с гостем. Тогда я была вот тоже ведущей и молчала, просто молчала. Вроде бы весело должно было быть, вроде бы про КВН снимали, да, и сюжеты и так далее. А он почему-то такой очень серьезный получился, и даже, мы, по-моему, и не похохотали. Если нужно, я могу быть смешным в обычной жизни. Ну, в целом, мне кажется, я не такой прямо искрометный весельчак. Мы снимали интервью Евгения Попова. Он нам показывал Большого паука. Было страшно. Мне нравится рубрика Славы Брешева. Как у него иногда получается, где-то не получается. Можно посмотреть тоже, самой попробовать приготовить. Вот когда я только задумывал кулинарию, да, вот еще в старой студии, это была такая какая-то старая печь. Мы там делали непонятную жижу, откровенно. Это духовка, которую мы сделали из старой машины «Жигули».
спустя 2 года я продолжаю делать эту жижу, если взять прошлый выпуск. То есть весело. Мне нравятся сюжеты, которые к чему-то призывают, которые говорят тебе: смотри, ты же так же можешь, чем ты хуже? Возьми фотоаппарат, возьми кисточку краски, сделай. Такие сюжеты-мотиваторы. Даже эти музыканты, которые играют в отбивках, они же на самом деле, вот, например, на меня они подействовали. Я подумал, а чем я хуже? Надо тоже разучить какие-то песни и тоже поиграть в пропеллере. Самое прекрасное за этот год, то, что мне, пожалуй, ни за один выпуск нашей передачи, вышедшей, не стыдно. И не только в контексте нашего города. Я показываю наши передачи своим друзьям из других городов и из других стран даже. И люди делают круглые глаза, говорят: вау, чувак, это реально круто, это хороший уровень. Про каждую съемку я могу сказать, что неотъемлемую часть моих воспоминаний занимает Кэп, то есть Илья Цой. Периодически до съемок, после съемок мы с ним ведем себя просто как 2 ребенка. Если заснять все, что происходит за кадром, это уму непостижимо просто, что здесь творится. Помню, ездил как-то на съемки и в такси оставил штатив. Потом полетом все еще. Мне просто нравится ставить людей в неловкое положение, и телевидение подарило мне такую возможность сделать это тогда, когда я хочу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая из последних прочитанных вами книг произвела на вас самое большое впечатление? В офисе всегда весело, интересно, какие-то интересные разговоры постоянно, о чем-то мы спорим, о чем-то мы рассуждаем, к чему-то постоянно стремимся что-то улучшить. Мы каждый раз осматриваем сюжеты, съемки и ищем свои недостатки. Творческая работа, она всегда подразумевает рост, развитие. Самый мой любимый партнер по студии это был Сережа Мартынов. Непредсказуемый Сергей Мартынов. Всем И, конечно, я очень удивилась, когда я зашла в студию и услышала монтажный голос Сергея, его ржач дикий. Очень понравилось. Показалось мне или что? Нет, это действительно был он, и он очень видоизменился. Да, время меняет людей, но не меня. Всем привет! Вы смотрите программу «Пропеллер». И следующие 15 минут вы пройдете в компании Александра Горбунова и Веры Дроновой. Поздравляю тебя и всех наших телезрителей. Надеемся, что наступающий Новый год будет теплым и ярким во всех его проявлениях. Смотрите прямо сейчас. Я был 2 года назад, ну не 2 года назад, и год назад был худее. В новом формате я стал ведущим, и я понял то, что для меня, если честно, этот год был ленивым. Мы сидели на пуфиках, и меня стало бомбить. Везде есть конфликты. Кто сказал, что на какой-то работе или каком-то хобби нет каких-то конфликтов? Без этого не бывает складной и хорошей работы на самом деле. Везде должны быть свои конфликты. Ну, внутренние, конечно. Ну, и внешние, может быть. Всегда есть какие-то трудности в работе коллектива. И вот в нашем коллективе, я считаю, этих трудностей меньше, чем обычно в таких коллективах. Трудно найти коллегу, который будет твоим и единомышленником, и тебе может чем-то там помочь, и нужно и думать одинаково, и как-то действовать, помогая друг другу. Это трудно. Те ребята, коллеги, с которыми я именно хорошо работала, это всегда были лучшие друзья, и вот это здорово. Каждые съемки, они отличаются от предыдущих, и ничего не повторяется. Мне работа быстро приедается, а вот работа оператором, это, похоже, я нашел то, что мне подходит. Чем прекрасна профессия телевизионщика? То, что ты можешь свое хобби сделать своей профессией. Определяющий фактор – это идея, желание, мечта. Пропеллер — это уже неотъемлемая часть моей жизни. Приходишь на съемки, тут можно посмеяться, пошутить, повеселиться, и уходишь домой с позитивным настроением, все круто, все весело. Мне вот нравится такая атмосфера, дружелюбная. Есть такие сюжеты, которые прям берут меня за душу. Да. Из-за некоторых сюжетов я грущу, из-за некоторых у меня
в душе прям радость какая-то появляется. Не знаю. То, что вы слышите в каждом выпуске, это работа Сергея Ярманова, нашего звукорежиссера. То, что вы видите, это работа нашего режиссера монтажа Елены Грант. То, что вы вообще можете нас увидеть, это работа нашего администратора Михаила Павлова. В нашем коллективе работают люди, которых вы можете не видеть на экране, но тем не менее их работа очень важна. Как сказать, новогоднее настроение? У меня всегда хорошее настроение. У меня, можно сказать, весь год новогоднее настроение. Оно такое праздничное, приподнятое. И это главное. Когда ты ребенок, новогоднее настроение это дает тебе подарки от родителей. Потом люди взрослеют, и уже тут ты сам должен дарить подарки. И за счет этого оно появится у тебя. Такое чувство, что 15-й год лично для меня это какой-то судьбоносный год. Вот не знаю почему. Особо на Новый год у меня планов нет. У меня есть планы... Привет, Шурик. Он опять отвлекает. Вот смотрите. Новый год вообще у меня ассоциируется с тем, что что-то должно, ну, что-то не получается. Новогоднее настроение, оно, по-моему, из этого состоит. Когда у тебя все так идеально, типа, так салат нарезал, это так, типа, горошек у тебя уже в холодильнике стоит как 2 дня, короче, та-та-та-та-та-та, все это сделал, да? Это же не Новый год. Новый год, во-первых, это новогодние хлопоты. Надо стрелять или надо... В следующем году я жду курс доллара 20 рублей. Мира во всем мире, чтобы не было войн. Самое главное — окружать себя хорошими людьми, по-настоящему, достойными, у которых есть чему поучиться. Пусть люди делают бизнес, пусть они ходят в спортзалы, пусть они как-то ярко проводят время. И ни в коем случае не сидят дома и не тухнут. И каждый день, как это у меня девиз на монитор приклеен, ни дня без подвига. Я думаю, что в 2015 году мы поменяем цвет этих пуфиков. Ну, по-любому надо поменять цвет пуфиков. Хочу, чтобы все было хорошо у всех. А давайте сошьем чехлы съемные для пуфиков разных цветов. Дорогие друзья, я хочу поздравить всех с Новым годом, чтобы ваши планы, все мечты, все осуществлялось. Гениальная идея! Потому что у меня очень много друзей, которые смотрят и говорят, всегда узнаю по оранжевым пуфикам. Я желаю вам в новом 2015 году развиваться интеллектуально, развиваться духовно, становиться лучше, добрее. С Новым годом! Встретимся в 2015. Загадывайте желания, пишите письма Деду Морозу, он все исполнит. But the storm is coming across the hills tonight like a vein full of rain to the hearts that should fight.